Соревнования проходят в рамках недели инклюзивного спорта. Это всероссийский проект, который называется «Сила России», инициированный «Единой Россией». У таких мероприятий своя особая атмосфера. Они проходят с более открытым сердцем и поддерживают участников не громкими аплодисментами, а силой мысли. Каждый за товарища переживает по-своему. Собравшиеся на деле доказывают, что их возможности безграничны. Первый забег проходит между инвалидами и колясочниками. В этой борьбе побеждает действительно дружба и уважение между участниками. Вахид Бархиев приезжает первым. Победила дружба, да? Да. Следующий забег между глухими и слабослышащими. С первых минут понятно, кто лидирует среди всех участников. Самый быстрый на этот раз Азраил Костоев. Молодой человек признается, выиграть забег помог опыт и желание прибежать первым. Вдвойне приятно, что вот такие мероприятия проводятся и приглашают инвалидов. Нам это очень надо и нужно. Организаторами марафона «Сила России» выступает партия «Единая Россия», Министерство спорта страны и общество глухих и слабослышащих. Для людей с ограниченными возможностями здоровья такие мероприятия позволяют раскрыть свой потенциал, собраться вместе и сопереживать. 7 дней в рамках марафона посвящены тренировкам, мастер-классам и соревнованиям. Они знакомятся с друг другом, они проводят время в здоровой обстановке, в физической культуре, в общении между собой. Они чувствуют себя нужными обществу. И вот подходит самая главная часть мероприятия. Победителям забега вручают дипломы и подарки. Всего в каждом забеге выделили по 3 победителя. Это 1-е, 2-е и 3-е место. Всероссийский марафон «Сила России» продолжится до августа. Каждый может принять участие в соревнованиях, показать себя и свою физическую подготовку. Ну а участники уносят с собой не только грамоты и подарки, а также много положительных эмоций. Лина Цычоева, Сулейман Костоев, Новости 24.